Мы продолжаем освещать самые заметные события. В студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Коротко о темах к этому часу. Отличившиеся якутяне получили заслуженные награды. Ежегодная церемония прошла в Доме правительства республики. Соцвыплаты начинают получать люди, пострадавшие от весеннего половодья в Якутии. Средства получат Анабарский, Нюрбинский, Намский и Алекминский районы. Татинский лицей имени Авксентия Мординова переехал в новое здание. Глава Якутии вручил лицею сертификат на приобретение школьного автобуса. Успехи Якутии в восстановлении ДНР отметил Юрий Трутнев. С 22 по 23 годы республика реконструировала объекты города Кировская, а в начале 2024-го нашей подшефной территорией стал городской округ Докучаевск. В этом году Якутия провела ремонт на 65 объектах, среди которых жилые дома, Еленовский дом культуры, городской парк. На следующий год запланированы работы на более чем 10 объектах, в том числе в школе, на территории 4 памятников, а также создание IT-центра. В канун Нового года в Доме правительства прошло торжественное награждение отличившихся якутян. Так, по указу президента России, медали за заслуги перед Отечеством второй степени получили Максим Ковалев и Борис Федотов. Первую премию главы Якутии имени Марии Нартаховой вручили Галине Лебедевой. Званием народного учителя наградили преподавателя физики Нюрбинской гимназии Юрия Лазарева. Ну а высшую награду республики «Полярная звезда» получил Карл Васильев, советник генерального директора Комдрагмета. Кроме перечисленных наград, якутяне получили звания заслуженных работников различных сфер, благодарности и грамоты главы Якутии, а также нагрудный знак «Гражданская доблесть». Я благодарен Александру Сергеевичу. Высшая награда республики – это знак признания моего скромного труда в социально-экономическое развитие республики. Очень приятно в конце года получить такую награду, тем более из рук главы. Это высокая честь, высокое доверие. И после этого хочется еще играть, выходить на сцену и радовать наших дорогих зрителей. Соцвыплаты начинают получать люди, пострадавшие от весеннего половодья в Якутии. Об этом по итогам совещания с профильными ведомствами и ответственными организациями сообщил зампред правительства региона Дмитрий Садовников. Так, по 4 районам – это Анабарский, Нюрбинский, Намский и Алекминский – в ближайшее время должна быть распределена сумма в размере 985 миллионов рублей. Из них 330 выделили из республиканского бюджета и 665 из федерального. Уже к концу этого года выплаты доведут до всех пострадавших, отметил вице-премьер Садовников. Работаем, как говорится, круглые сутки, чтобы этот вопрос решить. Финансовые средства от федерального центра, они буквально на днях пришли. И сегодня мы оперативно уже отрабатываем федеральным казначейством, профильным банком в лице Сбербанка, исполнительными органами госвласти, правительства с районными властями для того, чтобы раскассировать и довести материальную помощь до граждан. Через 2 дня в микрорайоне птицефабрики распахнется дверь дополнительного корпуса школы номер 19. Весь коллектив с волнением готовится к новоселью. На торжественном мероприятии дети и учителя почитают стихи, споют песни. Трехэтажное здание построено в рамках нацпроекта образования. Оно имеет 326 мест и более 30 классов, кабинетов с современным оборудованием и мебелью, а также спортивный актовый зал, отдельное музыкальное помещение, зал хореографии и библиотека с книгохранилищем. В связи с расширением площади учебный процесс в школе номер 19 будет идти до обеда, ну а после уроков дети будут заниматься на различных дополнительных занятиях. И еще одним из ключевых моментов, можно сказать, именно введение предстроя – это возможность именно усилить работы по военно-патриотическому направлению. Мы выбрали направление движения Юн-армия, Юн-флот, и у нас специально будет еще оборудованный кабинет ОБЗИР, основ безопасности и защиты Родины, где мы будем обучать детей и вовлечем большее количество обучающихся нашей школы именно в направлении Юнфлот. В Усть-Алданском Улусе открыли цех комбикорма. Местный предприниматель, занимавшийся ранее доставкой концентратов с других регионов, давно вынашивал идею создать свой цех. Воплотив мечту в реальность, он уже начал продавать комбинированный корм для скотоводов. Преимущество цеха в том, что основные ингредиенты выращивались в местных пастбищах, что влияет на качество продукта. В самом цехе производят 2 вида корма – это рассыпчатый и гранулированный.
Введением этого объекта у нас повышается производительность труда, в том числе производство молока, потому что когда корова и животные у нас кушают хороший корм, да, у них, соответственно, появляется и молоко, и молочный продукт. Свой профессиональный праздник отмечают спасатели. Именно 27 декабря 1990 года на основании постановления Совета министров РСФСР был образован Российский корпус спасателей. Дата принятия считается Днем образования МЧС России и профессиональным праздником спасателей. В честь торжества якутским сотрудникам вручили благодарственные письма, грамоты, а также награды от правительства республики. Так, лучшим поисковым отрядом стал Нюрбинский филиал. Помимо награждения, новоиспеченные спасатели Вилюйского отряда произнесли клятву. Я должен сказать, что спасатели республики, они на передовом фронте. Во-первых, мы реагируем на все чрезвычайные ситуации или случаи, которые происходят в нашей республике. Сегодня работает 267 человек в 11 районах, поэтому любое время при поступлении донесений мы, согласно регламенту, обязаны реагировать. Сегодня в селе Итыккёль Татинского района открыли новое здание Татинского лицея имени Авксентия Мординова на 450 мест с интернатом на 100 мест. Объект построили в рамках проекта образования. Новое здание общей площадью более 10 тысяч квадратных метров включает в себя разнообразные учебные и вспомогательные помещения, что создает комфортные условия для обучения и развития учеников. Торжественное мероприятие, приуроченное к радостному событию, посетил глава республики Айсен Николаев. Объект долгожданный. Многие годы это одно из лучших учебных заведений нашей республики. Оно было вынуждено учиться в таком достаточно старом, обветшавшем здании. И вот сейчас, благодаря поддержке со стороны правительства Российской Федерации, благодаря национальному проекту нашего президента Владимира Владимировича Путина, такой объект появился здесь, в Итыккёле. Построен он был благодаря поручению председателя правительства Российской Федерации Михаила Владимировича Мишустина. Также в селе Михайловка Амгинского улуса открыли новый дом народного творчества на 150 мест. Новый объект построили благодаря госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». Событие стало важным шагом в развитии культурной жизни района и создании комфортной среды для местных жителей. Центру досуга и культуры «Дархан» присвоили имя Василия Егоровича Васильева-Крысхал, советского и российского якутского прозаика и драматурга, члена Союза писателей СССР. Новый дом народного творчества станет важным центром культурной жизни села, где будут проходить различные мероприятия, способствующие развитию местного самоуправления, культуры и искусства. Это здорово, что в этом клубе сейчас, он и тогда был, конечно, и когда он был старый, он был средоточием культуры, вот такого единства духовного, да, всех сельчан. И сейчас этот новый клуб, я уверена, будет продолжать эти традиции чествования народных писателей. Да. Здесь очень богатая земля самарсонская, поэтому знаменательно, что он открывается и что будет носить имя народного писателя Якутии Василия Егоровича Васильева-Крысхал. Как раз, тоже очень символично и очень знаменательно. Ну а в Верхневилюйском улусе открыли два новых социальных объекта. Сургутская школа-сад имени братьев Боискоровых площадью 1700 квадратных метров рассчитана на 60 школьников и 30 детсадовцев. Двухэтажный объект стал долгожданным предновогодним подарком для всех жителей. Также в Намском наследии открыли Дом творчества имени Онегины Егоровны Ильиной Дмитриевой, народной артистки СССР. В новом центре культуры теперь просторный зал на 150 мест, много помещений для кружков и специалистов, картинная галерея и национальная ураса. В этот торжественный день акционерная компания «Алроса» представила алмаз в 74,5 карата, который назвали в честь Онегины Егоровны. Копия алмаза останется в новом Доме творчества. Это большое событие не только для намского наследия, но и очень большое событие для Верхневилюйского улуса и в целом для нашей республики Саха-Якутия. Думаю, что данный клуб, дворец всегда будет работать и приносить всегда большие успехи и взращивать новое поколение, которое будет открывать для нас новые миры и очень большой вклад будет потом делать для развития нашей культуры.
А в музее Алекминска открыли зал воинской славы. Ранее в этом зале хранили экспонаты и фотографии участников Великой Отечественной войны. Сейчас все это оцифровано и в любой момент может быть показано посетителям музея. Тему продолжит Елена Фаст. Нельзя позволить, чтобы история Великой России была переписана. В музеях бережно хранятся безмолвные свидетели тяжелых военных лет. Кто бы знал, что придет время и история повторится. Сегодня экспонаты пополняются новыми образцами, привезенными с мест специальной военной операции. Многое из этого доставил боец с позывным «Митяй». Одежду я попросил у ребят, говорю, давайте в музей отправим. У нас, говорю, есть музей в Алекминске, и вот периодически, говорю, что можем туда с фронта отправляем, чтобы была память оттуда, что действительно, мы там представляем интересы нашей Родины. Вместе с ним племянник Данил Левченко, который не понаслышке знает, какого цвета военное время. Во-первых, это память. Наши дети будут помнить те времена, которые были. Сам я тоже, с Украины. Я первые дни войны, тоже они такие тяжелые были. Вот эти обстрелы, все. Я видел, что происходит, и я подумал, хочу помочь, со своей стороны хотел помочь России, и приехал сюда, учился и поступил в кадетский корпус. Дальше я хочу идти в Рязань и закончить, и помогать Родине. Плюс для сегодняшнего дня – это возможность использовать новые технологии. Многое перенесено на цифру. Памятуя то, что наши ребята с Алекминска были и на, скажем, афганских, чеченских войн, у нас не было ничего. И я решила, уже волонтеры работали, выезжали туда с нашего города, я решила, собирать предметы специальной военной операции, обращалась к ним, с кем имела связь. И вот так у меня потихоньку начала собираться вот такая даже не коллекция, а предметы специальной военной операции. На открытии зала воинской славы побывали молодежь Алекмы. Им хранить историю, им отвечать за мир на земле. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. К этому часу это вся информация. Мы следим за развитием событий и до встречи в дальнейших эфирах.